Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Послание из будущего. Что вы сами себе говорите из будущего? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот здесь вы себе говорите, что нельзя сомневаться в чем-то, либо с кем-то. Сомнения пустые, либо вы сами себя как будто бы накручиваете. Вот как настаиваете, да, не сомневайся, доверься, либо не сомневайся, делай. Может быть, вы задумали какое-то дело, никак решиться не можете. Может быть, какой-то человек у вас вызывает сомнения. Вот сами себе говорите, что сомневаться не стоит, зря тратите время. То есть дело выгодное, либо очень хорошо для вас закончится, либо человек очень по-доброму, по-настоящему к вам относится. Да? С этим человеком вы и дело сделаете, и, может быть, вместе счастливы будете. Да? То есть не сомневайся. Еще здесь так показано, что вот зря время тратите. Да? Вот эти сомнения, они крадут у вас ваше ценное время. Не сомневайся, бери и делай. Видите, здесь такая у нас маска показана. Маска, которую кто-то рядом с вами носит, а вы вроде как и замечаете, что что-то не так, но не придаете этому значению. Либо вам кажется, что человек такой и есть, да? Мало ли, там у каждого свои заскоки. Нет, человек действительно притворяется. Этот человек притворяется, причем здесь какие-то коварные замыслы, но в принципе так показано, что этим коварным замыслом не суждено исполниться. Но вы вот как себя можете винить в том, что не распознали обман, либо не распознали мошенничество, не распознали коварство. Здесь очень похоже на то, что вы этого человека близко к себе подпустили, и этот человек уже просто вот так руки потирает и думает, что вы уже как законная добыча. Да, рядом с вами тот, кто носит маску, рядом с вами тот, кто притворяется. Какие-то звоночки вам уже были, но вы от них как-то отмахнулись. Вот, но не переживайте. Дурные замыслы не пройдут. У вас очень сильный ангел-хранитель, и он не позволит дурному исполниться. Кстати, у кого-то еще, возможно, родственник как ангел-хранитель, либо близкий друг подруга. Да? Человек просто не позволит дурному случиться. Дальше. Показан момент, с какой-то дорогой связан. Дорога, вы почему-то туда не хотите. Либо путь какой-то сложный. Вы думаете, ой, как не хочется, да, зачем мне туда ехать, да, может быть, как-то по-другому. Сами себе говорите, что нельзя отказываться от этой дороги. Эта дорога для вас, вот она как на жизнь влияет, на судьбу влияет. В этой дороге с вами что-то потрясающее должно случиться, что действительно очень благодатно повлияет на вашу жизнь. Вот не отказывайтесь от дороги, какой бы она ни была, куда бы она ни была, вам отказываться нельзя. Обязательно нужно поезжать. И там вас только благо ждет. Да? Очень хорошее что-то с вами случится. Незабываемое, много будет впечатлений и много вот каких-то радостных, сверкающих моментов мне идет. Так, с каким-то человеком вам кажется, что вы расстались навсегда, да, что вот все, больше вы не встретитесь, не увидитесь, не простите, не примете, да и человек не появится, да, уже как-то вот обреченно смотрите на этого человека и думаете, все, да, либо обреченно смотрите на свое прошлое с этим человеком. Но у судьбы другие планы, и они, скорее всего, пойдут вразрез с тем, что вы себе надумали.
Вот как потянет вас очень сильно начнете скучать друг по другу, да, как бы там сильно вы не поссорились, не поругались, вы очень сильно начнете скучать. Между вами магнит, и этот магнит судьба установила, вас все равно друг к другу притянет. И если вы считаете, что произошло что-то, что нельзя простить, вы очень сильно ошибаетесь, потому что все забудется, все простится, и у вас с этим человеком еще впереди целая жизнь. Да, может быть, вы с парнем со своим поругались накануне свадьбы, может быть, с мужем поругались, да, и разъехались там по родителям. Нет, будете очень сильно друг по другу скучать, вас опять притянет, и опять вы будете вместе. Но обиды все забудутся, и будете жить лучше, чем прежде жили. То есть у вас как по судьбе одна дорога. Судьба уже все для вас придумала, да, вы вместе, и вместе вы должны прожить всю жизнь. Именно так мне показали. Так, а вот здесь вы себе из будущего говорите подождать вот с деньгами что-то подождать. То ли что-то не покупать, то ли куда-то деньги не вкладывать. Да? Надо подождать, что-то должно поменяться. Произойти, либо какая-то тайная информация должна вам открыться. То есть, чтобы с деньгами не произошло чего-то плохого, да, лучше не делать и по возможности оттягивать этот момент. Покупка чего бы то ни было, либо вклад во что бы то ни было, да, в какую-то, может быть, в какое-то дело, либо в какую-то программу, да, лучше подождите. Что-то должно открыться. Либо что-то лучшее откроется, где вы сможете больше заработать, либо что-то лучшее купить, да, может, новый товар появится, либо новые предложения. Либо вы поймете, что туда, куда вы хотели вложиться, вкладываться не стоит, там как бы, все в минус идет, да, либо дело проигрышное, либо товар некачественный, да, не стоит покупать. То есть здесь нужно именно подождать. Как деньги прибереги, вот как-то так вы себе говорите, прибереги. Так, еще показывает, что вы на кого-то очень сильно надеетесь и рассчитываете. У человека язык подвешен, человек много и красиво говорит. Но этот человек, он некомпетентен, но либо несостоятелен, да, вот зря надеешься. И еще вы себе говорите, что вы сами все можете, да, что вам не нужен никто, никакие посредники, никакие участники, никакие помогаторы, да, вы сами себе можете все обеспечить, да, не надейся на того человека. Он потратит твое время, либо она потратит твое время, там еще будешь потом дергать этого человека, там когда же, да, а это когда же никогда не наступит. То есть вы можете сделать сами, вам никто не нужен, посредники не нужны, помощники не нужны, вы сами должны это сделать, и так будет и надежнее, и быстрее, и качественнее, и эффективнее. Да, как пустоболу какому-то поверили, либо верите. На работе вы слишком много делаете много ненужных движений. Вас за это никто не будет благодарить, хвалить никто не будет, и платить за это тоже никто не будет. Вы как будто бы чужую работу делаете. Возможно, вы это делаете на добровольных началах, либо вам действительно как-то непривычно там на полпути сдаваться, либо отступать, и вы думаете, ой, непорядок, да, вот возьму доделаю, вот возьму переделаю. Вот зря вы это делаете, потому что благодарности не будет. Вы, помогаете своему руководству, либо хозяину компании больше зарабатывать, да, то есть вы богатого человека еще богаче делаете, при этом вы тратите очень много времени, вы тратите очень много сил, и это все уходит впустую. То есть если вы там на что-то надеетесь, что вас заметят, отметят, что вам там премию выпишут, нет, это не тот человек, это не тот руководитель, который честно поступает со своими сотрудниками. Вот, делайте ровно как по должностной инструкции. Вот что вы должны делать, то и делайте. И не шагу более, да, не движения более. Вот, потому что еще могут вам в будущем предъявлять, что типа, ты же всегда это делала, значит, давай продолжается, значит, уже твои обязанности. То есть сами себе расширяйте круг обязанностей. То есть надо себя пожалеть, либо быть более, наверное, человеком таким на себя ориентированным, да. То есть ваше добро, ваши эти действия, они не найдут благодарности. Именно так показали. Так, еще говорят о том, что вы как прощаете что-то. Прощаете то, что прощать не стоит. Вашу доброту принимают за слабость, либо за глупость даже в какой-то степени.
Здесь какой-то человек лишнее себе позволяет, и этого лишнего становится все больше и больше, да, день ото дня все больше и больше. То есть человек попробовал, вы промолчали, либо вы простили, человек такой, значит, можно, да, и все, как бы понеслась душа в рай. Надо как-то построже быть, и здесь даже как в воспитательных целях, да, желательно человека на место ставить, либо обозначать какие-то рамки, границы, иначе на голову сядут. Ну вот как, именно так показали, да, вот какой-то человек на голову сядет и еще и погонять будет. То есть слишком вы прощаете, слишком много доброты у вас. А дисциплина, да, дисциплина отсутствует, ну, либо хорошее воспитание отсутствует, да, нужно быть построже. И ну, тут такой человек, скорее всего, да, он добра не видит, либо не ощущает. Человек только вот строгость понимает, да, чтобы на голову не залез, надо быть построже. И еще между мужчиной и женщиной вот как кто-то влазит, причем влазит, ну, я бы даже сказала, что с вашей стороны кто-то влазит. Может быть, родственница, может быть, подруга. Постоянно пытается, ну, как настроить вас против вашего мужчины, что вот он не такой, не столько зарабатывает, он не покупает вам там самые люксовые бренды, он там мало времени вам уделяет, а вот, дескать, она знает, либо у нее там все по-другому. Но вот хочется ей, чтобы вы рассорились, разругались. Она человек одинокий, ну, несчастный мне вообще идет, да, и ей хочется, чтобы вы такая были. Потому что когда у вас все хорошо, вы улыбаетесь ей как-то не по себе. Вот. Если будете позволять этой женщине лезть в ваши отношения, вы и с любимым человеком утратите тот мир, который имеете. Ну и поверьте, счастья вам это не принесет. Ее подсказки, либо ее советы, они все лукавые. То есть она вас обманывает, у нее такого нет. Либо у нее такого никогда не было, либо мужчины к ней никогда так не относились. Она просто хочет, чтобы вот все были как она, несчастными. Вот, чтобы чужое счастье как в глаза не бросалось, да? Чтобы она спокойнее спала, то ей, как бы, видно, не спится, когда она думает, что у вас с мужем либо с парнем все хорошо. Ну, как разрушить хочет. Но ее советы до добра не доведут, либо ее укоры, там какие-то как подсказки, да, они до добра не доведут. Ну, вот. Счастье можно потерять. Так, еще здесь показан человек, который очень много для вас должен сделать. Это человек, он... Смотрите, этот человек, он занимает какую-то высокую должность, высокий пост, ну, либо человек очень высокого роста, это может быть и мужчина, и женщина, но этот человек будет очень многое для вас делать, потому что вы этому человеку нравитесь, потому что вы симпатичны. И здесь не про любовь идет речь, а именно про человеческие отношения, да, вот человеческое тепло. Вот захочется вам помочь, и будет помогать этот человек. Ничего взамен просить не будет, но тут как бы нет такого условия, что да, я тебе это, ты мне то. Нет, такого нет. Вы к этому человеку будете относиться как к доброму земному ангелу-хранителю, да, посланнику небес, который в трудную минуту вам помогает. Да, много добра этот человек вам сделает. Дальше. Вы себе говорите, что нужно здоровьем заниматься. Как-то вы себя подзабросили, либо недостаточно уделяете время своему здоровью. Здесь не только про диеты, правильное питание, здесь скорее, наверное, про посещение терапевта, про то, что там анализы надо сдавать, да, проверяться каждый раз нужно. У вас вот как-то семья, дом, работа у кого-то, да, вот вы туда полностью погрузились и собой не занимаетесь. А какие-то вот состояния болезни на ранних стадиях очень легко можно предотвратить, либо вовсе вылечить, да, так, чтобы вас и не коснулось. То есть здоровьем нужно заниматься. Еще у кого-то вот прям как недостаточно физической активности, да, может быть, у вас работа сидячая, может быть, вы редко куда выходите, да, в основном там на транспорте ездите, сидите в основном. То есть нужно то ли какой-то зарядкой заниматься, то ли почаще выходить гулять. Вот как засиделись, да, вот как застойные какие-то явления происходят, а они ни к чему хорошему не ведут. Да? Нужно быть более активным человеком. Так, вот здесь показан человек, который очень чего-то хочет от вас добиться. И ради этой цели пойдет вот прям на все, да, на какие-то немыслимые действия. Ну вот добиться, может, мужчина женщину хочет добиться, может быть, кто-то
какой-то помощи от вас хочет добиться, либо чего-то ваше себе забрать. Человек может врать, человек может прикидываться, может что угодно придумать, да, лишь бы вас впечатлить. Но как только свое добьется, этот человек просто пропадет из вашей жизни. Вот, вы должны об этом знать. А вот здесь показано, чтобы вы не судили по первому взгляду, скорее всего, с каким-то человеком вы то ли столкнетесь, то ли познакомитесь, и человек на вас не похож. Да, может быть, как-то необычно одевается, может быть, как-то маргинально выглядит. То есть не судите по первому взгляду, иначе потом будет как-то неудобно, либо неприятно. Да? Человек может оказаться совершенно другим, и просто вот через внешний вид человек так самовыражается. Ну, а может быть, что-то случилось, и человек так помято будет выглядеть. На самом деле человек очень приличный, хороший, и с этим человеком нужно дружить. Да? Вот как рекомендация подружиться, не смотреть, как выглядит, смотреть вот глубже, да, в суть человека. Человек очень хороший, и если вы подружитесь, то для вас какие-то перспективы откроются, либо какие-то возможности откроются. Хороший знак. Так, здесь еще показано, у кого-то проблемы с семьей, родственниками, скорее всего. Проблемы решатся, но ваши родственники успеют вот как-то себе поднагадить, да, вот как-то будут себя вести, ну прям совсем как не родственники. Вы себе из будущего говорите, что это такие люди, и ничего не поделаешь. Когда им выгодно, они могут быть ласковыми, теплыми, пушистыми. Когда у них что-то происходит, то они такие паникеры, истерички и могут вести себя прям как требовательно. То есть это такие люди, да, родственников мы, к сожалению, не выбираем. Ну вот что есть, то есть. Ну и опять же вы себе говорите, что вот как-то возраст на это влияет. Да? С возрастом человек может быть более капризный, либо более требовательный. То есть чтобы вы делали скидку на то, что вот, ну, вот этот возраст, он влияет. То есть не обижайтесь на этих людей. То есть они неплохие, но и не идеальные. Да? Вот. А у кого пожилые родственники, ну, могут быть очень капризными и очень требовательными к вам. Вы просто должны быть к этому готовы. Почему-то вы еще себе говорите, что это как наследственность какая-то, что вы тоже можете с возрастом таким человеком стать. Ну, то есть не ругайтесь, не разрывайте связь, не обращайте внимания, просто вот наберитесь терпения, и это все уйдет. Да, стресс, который связан с вашими родственниками, он быстро пройдет. Как только у них там дела поправятся, либо какое-то просветление, улучшение, они опять станут прежними, хорошими, ну, добрыми людьми по отношению к вам. Про какую-то тайну говорят, что вам не стоит туда лезть, либо не стоит брать на себя, хранить какую-то тайну, чужую тайну. Тут какая-то женщина показана, и она с вами то ли тайной захочет поделиться, либо вот как-то она к вам подойдет, вот хочу тебе рассказать. Не слушайте эту женщину, вообще не стоит туда лезть, потому что эта женщина, она очень болтливая, то есть она сама всем свою тайну расскажет, а потом вас будет винить, что вы не смогли ее тайну хранить. Вот какая-то она ненадежная и вот какая-то ветреная еще эта женщина. И уж тем более не делитесь с ней своими тайнами, да, ни в коем случае. Не тот она человек. Про сына. Кто-то вот себе говорит про сына. Сын какой-то у вас то ли не в той компании, то ли чем-то не тем занимается. Ну, как бы это ваше дело, да. Вот вы себе говорите, что он перерастет, что он обязательно перерастет. И вот этот опыт, который сейчас получает, он для него очень ценный тем, что в будущем убережет вашего сына от каких-то, ну, неправильных действий. Да? То есть перерастет, обязательно перерастет, поменяется. Так, про зубы почему-то речь тут идет. Зубы, может быть, у вас проблемы с зубами, либо... Ну вот как-то сложилась ситуация, да, что вот не найти хорошего доктора, может быть, вы себе говорите, что вы зубы полечите, либо что-то вот зубами вам будут делать. Вам, ну вот как кто-то рекомендацию даст, либо как направит кому-то, кто действительно и работу свою знает, и может там не за все деньги мира, за нормальную вменяемую цену может, ну, с вами поработать
и с зубами вам помочь. Ну вот как зубы, вы себе говорите, что с зубами будет все хорошо, либо вы себе говорите, что зубы будут, да, возможно, вам протезирование необходимо, может там какой-то сложный случай, но вот как будет. Будет, хотя сейчас это кажется невозможным, либо слабо верится, может быть, вы вообще разочаровались, либо у вас там прям совсем денег нет, но вы себе говорите, что вопрос решится и зубы будут. Так, вернется. Кто-то вернется. Причем человек вернется как другим. Либо вернется для того, чтобы какую-то другую роль в вашей жизни занять. Кто-то ушел, кого-то сейчас рядом с вами нет, но этот человек обязательно вернется. А вы себе говорите, что вернется как другим человеком. Так что прямо не узнаете, как заново знакомиться придется. Но вам та другая новая версия больше понравится, либо вам идеально подойдет. То есть человек еще обязательно вернется. А вот здесь вы себе говорите, что чего-то плохого не будет. Вот как огромный филин летает, кружит как над вами, но он не сядет. То есть плохое не случится. Вы себе об этом говорите. Может быть, вы чего-то боитесь, что-то опасаетесь, переживаете. Вот вы себе говорите, что этого не будет. Будет страшно, будет неприятно, но плохое не случится. Ну, неприятно в плане ощущений, да, что вот когда человек живет в страхе, когда он в панике находится, но вот плохого не будет. По крайней мере, с вами и с теми, кто вас окружает, плохого точно не будет. А вот здесь какие-то бумаги, документы. Но вы себе говорите, что вы получите. Чуть дольше, чем могли бы подумать, либо как-то растянется по времени весь процесс, но вы получите. И мне еще идет как две птицы. Сначала поменьше, другая покрупнее. То есть как по очереди документы будут приходить, но вы точно получите. Это как предопределено вам по судьбе. Сейчас вы из-за этого очень сильно нервничаете, переживаете, кто-то спать не может. Но какие-то вот документы, они придут, они будут вами получены. Здесь как в два этапа, в разные сроки. Сначала один, потом второй. Да, документы будут с вами, документы будут в ваших руках. И также, мои хорошие, кто претендовал на какую-то помощь, либо подавался на какую-то помощь, защиту, может быть, вам одобрят. Вам одобрят, но там какой-то процесс не такой, как вы думаете. Там еще что-то необходимо. То, что вы еще не делали, то, о чем вы еще не знаете, как, может, какие-то условия. Вот, вы еще будете в этой теме, и если вы этим будете заниматься, то да, вы и все узнаете, и все сделаете. То есть вам это тоже доступно, и вы это можете получить. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.